многие писатели, которые сегодня у нас еще остались, они думают, что никто не знает, как себя они вели вот в то время, что не сохранилось писем, что не сохранилось дневников. А как вот в великом романе говорилось, что рукописи не горят, а они не горят. Они рано или поздно вот все появляются в руках исследователей. И когда ты эти письма, дневники читаешь, ты еще с большим отчуждением хочешь относиться к тем, кто сегодня себя пытается выставить как культурную элиту. По одному признаку. Я самый старший, я всех пережил, поэтому вы должны как бы уважать меня. А если почитать, что эти люди творили в те времена, когда жил Эмиль Амид, по отношению к Эмилю Амиду, например, отправляя тексты в Крым, он столкнулся с тем, что его не публикуют. И об этом он пишет в письме Шакиру Селимову. Он открытым текстом задает вопрос, кто сейчас стопорит это дело. Я не знаю, было ли ответное письмо или нет, но важно другое. То, что постановка вопроса. Вопрос прозвучал, значит, кто-то в крымско-татарской среде был против того, чтобы по-настоящему известный крымско-татарский писатель Эмиль Амид получил публикацию в постсоветском Крыму. Если эти вопросы были, значит, где-то есть и ответы на эти вопросы.